В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Ремонт первого этажа взрослой поликлиники Мирного завершится в конце марта. Глава Якутии во время визита в Алмазный край посетил строящиеся объекты города. Этой зимой в Якутии фиксируется аномально высокий температурный режим. Связана ли непривычная теплая зима с глобальным потеплением и какие последствия нас ожидают? Школьники, а также студенты колледжей и техникумов покажут свои знания и умения по различным компетенциям. В Якутске проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству. В подготовке к дачному сезону Управление Россельхознадзора проводит ежегодную проверку семян на вхождение в специальный реестр. Калейдоскоп детства засверкал в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Чествовали юные таланты и детские коллективы. Реализация указа главы о развитии Мирнинского района до 2030 года идет полным ходом. Одним из ключевых направлений является обновление и строительство социальной инфраструктуры. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев проверил ход работы на нескольких важных объектах столицы Алмазного края. Универсальный спортивный зал политехнического лицея площадью более 2000 квадратных метров практически готов к вводу. Строительные работы завершены, ожидается часть оборудования. Сегодня ученики лицея с нетерпением ждут начала занятий в новом зале. Этот объект позволит проводить не только занятия для лицеистов, но и различные спортивные мероприятия городского уровня. У нас есть спортивный зал, но он, конечно, не такой большой, и нам не всегда хватает тому количества часов, чтобы дети все занимались в большом. Поэтому часть детей занимаются в малом спортивном зале. И, конечно, это откроет большие перспективы для проведения и районных соревнований, и расширения, наверное, участников спортивных секций в политехническом лицее. Все очень ждут, и особенно, конечно, учителя физической культуры. Ремонт в фойе взрослой поликлиники Мирнинской центральной районной больницы продолжается. Работы идут с осени прошлого года. В рамках дорожной карты капитальных ремонтов объектов здравоохранения Мирнинского района. Дорожную карту разработали по поручению главы республики. На сегодняшний день произведены демонтажные работы. И практически на 50% у нас готово правое крыло. А все работы мы ожидаем, что будут завершены к 31 марта этого года. И надеемся на дальнейшее финансирование, чтобы продолжить следующие этапы ремонта поликлиники. За 4 месяца в фойе поликлиники заменили устаревшие металлические профили входной группы на современные стеклопакеты. Ремонтируют холл, гардероб, регистратуру, а также будущий травмпункт с рентген-отделением. Средства на ремонт поступают из республиканского бюджета. Анна Васильева, Мирный. Алроса направит около 1 миллиарда рублей на развитие Нюрбинского района Якутии. Генеральный директор Алроса Павел Мариничев и глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев подписали договор о сотрудничестве в области социально-экономического развития района на 2025-2027 годы. Подробности далее. На реализацию договора в 2025 году Алроса направит в качестве целевого финансирования более 300 миллионов рублей. Не менее этой же суммы при условии утверждения наблюдательным советом компании будет выделяться ежегодно в 2026 и 2027 годах. Таким образом, общий объем финансирования за 3 года составит около 1 миллиарда рублей. Подписанный между Алросой и Нюрбинским районом документ стал уже 3-м по счету. Аналогичные 3-летние договоры заключались в 2018 и 2022 годах. Как известно, Нюрбинский район является акционером Алроса и получает от компании дивиденды. Но тем не менее, Алроса, как социально ответственная компания, заключает с районом отдельные договоры, направленные на социальное развитие Нюрбы. В общей сложности за последние 7 лет Алроса перечислила в бюджет Нюрбинского района более 5,5 миллиардов рублей. Мы считаем важным заключать соглашение, в рамках которого, с одной стороны, дополнительно должна улучшаться социальная инфраструктура в Нюрбинском районе, с другой стороны, мы хотим
чтобы в рамках этого соглашения мы больше и больше жителей Нюрбинского района привлекали на работу, в том числе и в Нюрбинском ГОКе. Хотим, чтобы мы имели партнерские отношения с местными предпринимателями, потому что должны потреблять продукцию, которая здесь производится на территории Нюрбинской земли, и таким образом формировать мультипликатор для дальнейшего развития и компании, и Нюрбинского района. В числе направлений сотрудничества мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития муниципалитета, строительство, модернизация, ремонт, реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктах. Алроса продолжит разработку действующих и поиск новых месторождений алмазов на территории района. Будет содействовать подготовке квалифицированных специалистов из числа местных жителей и их трудоустройству в компании. Расширять сотрудничество с местными сельхозпроизводителями, а также предпринимателями, представляющими малый и средний бизнес. Я считаю, вот это подписание нашего соглашения даст большой импульс развития нашего района. Тем более мы видим до 2027 года много объектов, которые будут профинансированы средствами Алроса, компании Алроса, которую они перечисляют в республиканский фонд будущего поколения. И тем более вот, я всегда считал и считаю, что наша компания, это Алрос, это самый надежный социальный партнер. В 2027 году в Нюрбинском районе пройдут 9-е спортивные игры народов Якутии, к началу которых планируется возвести целый ряд спортивных, образовательных, культурных объектов. Как отметил Павел Маринычев, значительная часть предусмотренных нынешним договором средств будет направлена именно на эти цели. Роман Савинов, Кюнай Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Этой зимой в Якутии фиксируется аномально высокий температурный режим. И хоть сейчас в столице региона и других близлежащих районах градусы ртутного столба практически вернулись к среднемесячной норме, подобное потепление не может не вызвать опасения северян. Связана ли непривычно теплая зима с глобальным потеплением, о котором все говорят, и какие ее последствия нас ожидают, расскажет Саргылана Неустроева. Еще в январе, после неожиданно теплого декабря, среднемесячные показатели температуры вновь вернулись к своей норме, но по-прежнему оставались выше показателей прошлых лет. А 24 января в Якутске потеплело аж до минус 7 градусов. Правда, ненадолго. Если раньше всю зиму город стабильно укутывал морозный туман, то ныне такие перепады вызывают опасения. Масса действительно была очень теплая. Была серия атлантических циклонов, которые прямо напрямую проходили до территории Якутии через все наши регионы и приносили достаточно много тепла. Очень много тепла, потому что даже на западе территории температура была близка к нулю. Минус 2, минус 1 градус. Исследователи Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук сообщают, что уже порядка 50 лет на планете идет процесс глобального потепления. Для нашего северного региона это чревато таянием вечной мерзлоты и изменением ландшафта. Несомненно, вот у нас с вами в Центральной Якутии и в Арктической области, где находятся льдонасыщенные грунты или в грунтах, в которых находится лед, будут наблюдаться, конечно, просадки. Это вот образование вот таких, как мы их называем, баджирахов. Это интенсивное, то есть образуются неровности поверхности, это протаивание повторно жильных льдов, которые вот приводят к изменению поверхности вообще в природных условиях. Глобально остановить деградацию вечной мерзлоты человек не может, а вот отсрочить вполне. Лесной массив, отмечает Железняк, останавливает просадку грунта за счет своеобразной фильтрации солнечного света. Иными словами, кроны деревьев образуют тени, создают свой микроклимат. В настоящий момент вот у нас с вами в Центральной Якутии наименьшие тренды изменения и температуры, и сезона талого слоя, они как раз происходят в лесных массивах. И серьезная проблема сейчас, которую республика должна решать и которую должны все понимать, что вот эти вырубки лесов, которые сейчас происходят, заготовки лесов, их нужно четко районировать. Обратить внимание сегодня, уверен исследователь, необходимо и на инженерные сооружения. Дома, дороги и другие конструкции, срок эксплуатации которых может сократиться из-за изменений в ландшафте. Для этого у специалистов есть все ресурсы, отмечает Михаил Железняк. Саргылана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора совместно с Восточно-Сибирским управлением Росрыболовства с привлечением общественности Нерюнгринского района провели выездную проверку на реке Чульман после появления в социальных сетях видео о загрязнении воды около автомобильного моста. Предварительно установлено, что загрязнение носит локальный характер и угрозы массового загрязнения реки нет. В настоящее время взятые пробы воды отправлены на экспертизу. Ситуация находится под постоянным контролем экологов. Было сделано обследование, это выше по течению, в нескольких точках на определенном расстоянии были пробурены ледовые скважины, где визуально было отмечено, что вода имеет естественный оттенок, визуально не загрязненная, местами было обнаружены взвешенные черные частицы, вода была прозрачная. Ниже обнаруженного места скопления загрязненной природной воды на удалении 630 метров также были пробурены ледовые скважины, где было установлено, что вода также имеет естественный оттенок, не загрязненная, визуально чистая. Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству проходит в Якутске. Школьники, студенты колледжей и техникумов Якутии покажут свои навыки и умения по различным компетенциям. К чемпионату присоединились студенты-медики. Как прошел первый день регионального этапа, расскажет Вероника Таюрская. В чемпионате профессионалы в общей сложности участвуют свыше 800 студентов и школьников со всей Якутии. В этом году конкурс проводится в 3-й раз, а участники будут соревноваться по 154 компетенциям, среди которых и новые направления. В Якутском медицинском колледже будет впервые презентоваться компетенция тактический медик. А также, допустим, у нас и самое интересное, что в этом году у нас новшество, компетенция акушерское дело, которая у нас будет проходить для категории студентов, она будет проходить на базе перинатального центра. Это у нас первый такой опыт и очень волнительный. И надеемся, что у нас пройдет все на высоком достойном уровне. Впервые в программе представлена тактическая медицина. В ней участвуют как школьники, так и студенты. Им предстоит выполнить 4 модуля, начиная от оказания первой медпомощи при ДТП и заканчивая оказанием первой медпомощи при падении с высоты. Я думаю, что новая компетенция тактической медицины – это очень важная, особенно в наше время, когда современное поколение должно знать основы, например. Основы, как спасать людей, как помогать в поле боя. Пусть это хоть в жизни может не пригодиться, но это очень важно знать. Кроме тактической медицины, на площадке Якутского медицинского колледжа участники соревнуются в 8 компетенциях, где участвуют более 30 школьников и студентов со всей республики, прошедших отбор у себя на родине. Участвую 2-й год. В прошлом году я стал победителем и участвовал в заключительном этапе в городе Оренбург. Я узнал много нового и углубился в фармацевтике. Моя подготовка шла месяц назад, нас обучали 3 дня, потом мы с учителем повторяли пройденные темы. Победители регионального этапа получат право представить республику на межрегиональном этапе в апреле этого года в одном из городов России. Чемпионат профессионалы проводится в соответствии с целями нового национального проекта «Молодежь и дети». Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск. Ну а далее смотрите подборку самых интересных новостей, которые за последнее время произошли в Нерюнгринском районе. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Нерюнгринская центральная районная больница получила новое медицинское оборудование в рамках федеральной благотворительной программы «Русгидро. Рожденные энергией». Новое современное оборудование предназначено для оказания высококачественной медицинской помощи самым маленьким пациентам, новорожденным. Его появление стало очень значимым событием в укреплении материально-технической базы роддома. Оснащен инфракрасным излучением для постоянного обогрева малыша. Имеется температурный датчик накожный для отслеживания температуры, свет для манипуляций. Также есть функция фототерапии.
для проведения таких вот процедур лечения желтухи новорожденных детей. Оснащен кислородным комплексом, встроенными весами. Очень удобно, не надо ребенка перекладывать. Да, ребенок, допустим, он если тяжелый, его на месте можно взвесить для расчета различной лекарственной терапии. В настоящее время продолжается планомерная работа по улучшению комфорта и качества оказываемых медицинских услуг для жительниц Нерингринского района и их новорожденных малышей. С начала года у нас появилось 30 детей. Это 15 мальчиков, 15 девочек. Условия у нас очень комфортные. Палаты у нас совместного пребывания. Они очень солнечные. В палатах тепло, солнечно, комфортно. Мама не жалуется. Питание у нас 5-разовое питание. Это 3 усиленных питания и 2 полника. Нерингринские школьники приняли участие в интеллектуально-творческой викторине по английскому языку. Участники состязались в знаниях лексики и грамматики и побывали в роли переводчиков. Свои знания смогли продемонстрировать учащиеся начальных, средних и старших классов различных школ города. Мы сделали акцент о том, чтобы детей подготовить к экзамену. То есть задания в общей сложности это взяты из ОГЭ, 9 класс, ЕГЭ. Ну, это если мы говорим про старшие классы. Про начальную школу, вот у нас на прошлой неделе было в гимназии, во 2-й мы проводили мероприятия. ВПР, различные российские контрольные какие-то работы. То есть формат вот такого типа. Пловцы спортивной школы «Лидер» пополнили копилку медалей Нерингринского района. Спортсмены вернулись с открытого первенства по плаванию среди спортивных школ Алданского района, где приняли участие 9 сборных команд по плаванию со всей республики. Нерингринскую школу «Лидер» представляла спортивная сборная команда по плаванию в составе 21 спортсмена. Соревнования на высшем уровне так прошли хорошо. По медальному зачету где-то мы 3-е стали в команде. А вообще, где-то 28 медалей мы забрали. 11 золотых, 9 серебряных и 7 бронзы. Развитие мышечной структуры, укрепление иммунитета, формирование правильной осанки – все это результаты тренировок по плаванию. Я этим живу. Мне даже не то чтобы нравятся там соревнования, медали. Мне просто нравится плавать. Я плаваю, потому что я без этого не могу. В Нерингре прошли городские соревнования по спортивному страйкболу. 5 команд сошлись в играх 4-на-4. В первом турнире этого года приняли участие команды страйкбольного клуба «Импакт», Южно-Якутского технологического колледжа, а также спортсмены из города Тында. На сегодняшний день это самые масштабные соревнования. Задача каждого матча – заработать как можно больше количество очков. В принципе, это всегда используется во всех соревнованиях, во всех турнирах. В сегодняшних правилах идет следующий режим, то что игроки стартуют вслепую, то есть обычно мы видим саму разбежку, понимаем, кто куда передвигается, кто куда уйдет. В этот раз используется укрытие, и игроки не видят, кто куда передвигается. Очки начисляются за поражение соперника, захват флага и взвешивание флага, донос флага до базы соперника. На этом у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий. О самых значимых из них продолжим рассказывать на канале Якутия-24. Хорошо растущие, спелые и вкусные. Управление Россельхознадзора начало ежегодную проверку семян на их вхождение в специальный государственный реестр. Подробнее о ходе инспекции в сюжете Тимура Колмогорова. Любовь Садовая является довольно опытным огородником. Она более 20 лет выращивает овощи, зелень и цветы как у себя дома, так и на даче в огороде. Любовь поделилась с нами, что чаще всего она использует проверенные семена, но иногда пробует новые сорта, которые не всегда приносят урожай. Я хочу сказать, что тут не в семенах дело, что вот мне что-то не взошло или не получилось, да? Это дело и в грунте бывает. Мы же иногда, например, грунт я заказывала. По интернету заказывала грунт. Не знаю, мне как-то может, не та партия попала. Допустим, купила здесь у нас. Для огородников и садоводов самое важное в выборе семян – это не только их личный опыт, но также и то, что выбранные семена должны входить в специальный государственный реестр семян, в который были отобраны самые лучшие и самые проверенные сорта. Самое главное на упаковке для выбранного растения должно быть его латинское название, должна быть дата упаковки, количество семян в граммах, а также дата его срока годности.
На данный момент в государственном реестре зарегистрировано к продаже и использованию более 27 тысяч различных сортов. Покупка семян, не находящихся в реестре, сопряжено с рисками. Растение может либо не прорасти, либо же быть неустойчивым к некоторым болезням. А среди семян могут затесаться ростки опасных сорняков. Семена, вошедшие в Государственный реестр селекционных достижений, они имеют устойчивые сортовые посевные качества уже на протяжении многих лет. Они устойчивы к вредителям, к заболеваниям. Было снято в прошлом году более 77 сортов. Большая часть семян в Якутию приходит из Центральной России. Среди них могут быть как местные сорта, так и экспортные. Как отметили в одном из магазинов, несмотря на то, что сорт может находиться в реестре, его хороший рост в основном зависит от правильного ухода. Максимум на невсхожесть семян, насколько, мне кажется, так, насколько я помню. Но дело в том, что это зависит от многих факторов. Не только от всхожести и невсхожести семян, а от методики выращивания. Поэтому там не угадаешь. И даже если условно, например, у тебя есть 10 семян, срок хороший, поставщик хороший, сорт хороший, из 10 семян выйдет 9. После проверки садоводы и огородники Якутии не наткнутся на непроверенные сорта тех или иных растений. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленском районе снова ввели новую меру поддержки от муниципалитета семейным парам. На этот раз она предназначена юбилярам, супругам с 50-летним стажем. Всем, кто отмечает в этом году юбилей 50, 55, 60 лет и выше, будет выплачена сумма в размере 50 тысяч рублей. Они имеют право обратиться за данной выплатой в течение 12 месяцев с наступления своей юбилейной даты. Так как порядок у нас действовать начал с 2025 года, соответственно, юбилейные пары будут считаться с 2025 года. Есть у нас вообще заявления, поступают? Люди интересуются, спрашивают. Одна юбилейная супружеская пара, которая отмечает 50-летний юбилей супружеской жизни, уже объявилась, но у них юбилей только летом, поэтому проконсультировали и ждем их за выплатой. Надо сказать, районная администрация постоянно пополняет список программ различных мер поддержки семейных пар. Так, уже на протяжении нескольких лет семьям, родившим 100-го, 200-го и 300-го ребенка, муниципалитет выплачивает по 100 тысяч рублей. Также роженицам оплачивается проезд из отдаленных населенных пунктов. По вопросам выплат ленчане могут обращаться в Комитет по молодежной и семейной политике. «Калейдоскоп детства». Именно под таким названием в Якутске состоялась праздничная программа награждения юных талантов и детских коллективов. Чествование прошло в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Подробнее смотрите в следующем сюжете. В торжественной и праздничной обстановке наградили победителей и призеров интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Я очень рада этой награде. Было немного неожиданно ее получить на самом деле. Музыкой я занимаюсь долго. Получается, с первого класса я занималась на разных инструментах. Там фортепиано, скрипка. Потом уже с 3-го класса я перешла на домбру. Пришла в оркестр народных инструментов. Очень много где участвовала. У нас были конкурсы «Розовая чайка». Мы летали в город Санкт-Петербург на большой конкурс. Также отметили неоценимый вклад педагогов, которые помогают раскрыть и отшлифовать способности юных дарований. Мы очень рады, что Дворец детского творчества сегодня получил высокую награду «Детский образцовый коллектив Республики Саха-Якутия». В прошлом году мы подавали на конкурс Министерства образования и науки заявки, и 2 наших коллектива подтвердили и стали образцовыми коллективами. Это наш вокальный ансамбль «Джирей» и музыкально-хореографический театр «Зазеркалье». По поручению главы Якутии в прошлом году состоялась активная работа по развитию инфраструктуры, летнего отдыха и занятости детей. В Якутии были организованы летние трудовые, спортивные и экологические лагеря. Наш клуб работает 23 года. Мы работаем над реализацией проекта «Туристско-краеведческая экспедиция» как средство социокультурной адаптации обучающих тяжелым нарушением речи. Человек, который познает свою малую родину, только тогда может узнать весь мир.
Юношеские организации подготовили свои стенды и показали, чем необычным занимаются их воспитанники. А посмотреть было на что. Беспилотники, изделия ручной работы, уникальные находки со времен Великой Отечественной войны и многое другое. 2024 год у нас нашим Илдарханом Моисеем Сергеевичем Николаевым был объявлен годом детства. По итогам, в основном, план этот исполнен полностью. И, значит, но есть такие мероприятия, которые взяли старт в этом году, в год детства. Эти мероприятия, инициативы, проекты будут продолжены и в следующем году. Награждение юных талантов стало не только праздником успеха, но и важным напоминанием о том, как важно поддерживать и развивать детское творчество. Отметим, мероприятие посвящено закрытию года детства и передаче эстафеты Году защитника Родины в Якутии. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.